Дождик был ночью, такой ветер завывал, блин, я думал палатку унесет. Ну ничего, вот собрался уже, время где-то без 29. Сейчас и телефон зарядился, и все, как говорится. Можно стартовать в Москву. Москва вот там. Поехали поворот на Москву. Но что хочу сказать, здесь было две мечети, по-моему, медресе, все осталось, сохранилось, сейчас даже восстанавливают мечеть. Еще, как говорят местные, тут снимали, по-моему, Зулейха открывает глаза. Ну и дорога здесь хорошая, асфальтированная, в отличие от соседнего Кошкина, который является центром сельского поселения. Плюс еще есть надгробия на могилах старинные. Все на арабской вязи, цитаты, наверное, из Корана, имя человека похороненного. Мухаммед Хашамир Утимишев. И здесь Бигишей Муса Кызы Мухаммед. Да, Утимишевы. То есть здесь вотчина именно Утимишевых, по-моему, купцов. И это их фамильный склеп. Вот здесь как будто бы, да, все могилки, наверное. И остались вот эти вот надгробия, парочку. Все прикольно такое. Этно-село, можно сказать. Смотрите, клуб еще построенный из камня. Правда закрыт, но вроде работает как. Вон дом с пристройкой деревянный. То мечеть. Ну это вторая мечеть. Не та, которая достраивается сейчас. Ну вот та самая мечеть старинная, которую сейчас восстанавливает, как я понял, за счет республиканского бюджета. Здравствуйте. Ага, магазин. С Казани. Сюда. Что у вас тут интересного? Мечеть, да? Да, вот, старый мечеть. А какого она года, не знаете? 1781 Ого. или 91. Вон там таблички, если иди посмотри. Да-да-да. Вон маленькие таблички около этого. У Тимишевыми, да, было построено? У Тимишевым построено? Не понял. На средства... Да, да, у тебя Да? решил. Мгм. Вот это кино снимали же, вот это же мачете. Да, да, да. Фильм. Архитектура Хайкелей, Бергенче, Жемигер, Мачте 1791 года. Габдулла Габдельсаламович Утимишев, Тазерген. Все кованое, без сварки. Двухэтажная мечеть, еще минарет. Где-то высота метров 7, наверное. Вот тоже старый. Открывается, закрывается, и там вид такой сразу. Оп, внутреннее убранство. А тут вот старинный потолок остался еще. Вот такой вот он был. Запах такой. Реально не очень он, конечно, но это то, что вот полы подняли, сейчас все вычистят. Ух ты, вот отсюда на минарет можно подняться даже. Смотрите. Потолок. Да, в исламе так-то рисовать там иконы или еще что-то, животных, людей запрещено, поэтому просто цвета разноцветные, ну и такое сочетание из росы, еще что-то, вот это вот возможно.
Уникальная, конечно, вещь. Так, а это вот витражи типа, ну, окна поставили. Это уже новое. Ну, для чего вот эти пазы в стене, я не знаю. Ну, тут вот, видимо, опадало. Ну, кирпич хорошо клеили, скажем так. Камень просто тут. Ладно, подвинемся. В катакомбах как будто. Ну вот она, минареты здесь уже. Все перестроили, восстановили. Даже лестницу поставили. Вот так вот. Поднимайся, ветер дует. Сейчас будут, наверное, красивые виды. Ну, я каждый день азан читать. 5 раз поднялся. И все. Плохо, конечно, окна не помыты. Так, все посмотрел. Больше всего, конечно, первая часть понравилась, потому что здесь все кованое сохранилось, старые окна. На второй понравились потолочная отделка, там вот еще где сохранилось. Минарет, конечно, уже весь переделали практически. Вот и в Маскаре я практически местным стал, со всеми общаюсь, разговариваю, меня снимают. Иду на кладбище посмотреть старинные надгробия. Да, мрака готовится мощная. Вот так живут жители Маскара. Маскары. Дома достаточно разные, есть и старинные. Нет такого, чтоб в один ряд. Разбросано немного, ну то есть всего достаточно большое. Я, конечно, не специалист по кладбищам ходить и не желающий, но мне сказали, пройди, посмотри, найди эти надгробия. Значит, надо. Вот тут стена, где-то, наверное, наверху более старые. Да, много тут могил таких старинных. Сейчас дойду до самых старых. 882-80 тоже Габдулла, самое распространенное имя в этих местах, похоже. А вот вообще старинные, похоже. Да, 1852 год. Угу. В общем, много, да, таких могил. Вон самый старый, похоже, здесь 1846 год. 1840 вытачивали из камня. 1827 вообще очень старинная могила. -м. 19 век. Просто не определили датировку. Вот тоже просто стоит камень без подписи. Я покидаю кладбище. Место, конечно, замечательное. Здесь можно часами гулять, смотреть. Знать бы еще историю полную вот этого семейства Габдуллиных, скажем так. Было бы, наверное, вообще интересно. Ну и в целом, мусульманские кладбища мне, конечно, нравится посещать. Что, потихоньку уезжаю с Маскара. С Маскары. Надо вот еще одно красивое здание посмотреть. Здесь в медресе, по-моему, находилось. А какой вход. Вот написано, что это. Памятник архитектуры. Дом купца. Да, ну вход, конечно, интересный, как в хором. Такого еще не видел. В общем, у Тимишева такой уж древний род, раз потомки Маржани. Ну а сейчас тут спортзал, музей, столовая находится.
Поднялся с Маскары, заезжаю в Кошкино. Ветер сегодня не балуй. Сегодня хотя бы километров 70-80 сделать. А там как пойдет. Кукшилькино. Кошкино. Типа заезжаю в республику Татарстан. Хотя Маскара тоже Татарстан. Вот здесь, говорят, автосервис есть. Там мула работает в автосервисе. Надо зайти, может быть. Тут багажник смогут починить. Приехал к Тимуру, чтобы починить свой велосипед. Багажник вот плотно стоит. Дал у него железную проволоку. Сам занимается в автомастерской, ремонтирует тут ходовые части, все что угодно. Так что если будете в Кошкино, заезжайте. Да, обязательно ждем. Два источника, вот говорят, один более-менее питьевой. Вот этот вот. Который прямо не очень. Ну, у меня вода уже есть. О, дорога закончилась. Тоже пожаловался. Вот, питаюсь перестантом авокадо. Съел пиццу. Сосиску в тесте, вот треугольник. Надо выезжать уже. Привет, телята! Привет, бычки! Да, погода отвратная сегодня. Отдай его, отдай. Отдай. Вот так обдувает меня. Барашки пасутся. Привет, барашки! Испугались. Вон народ заинтересованный едет. Останавливает, говорит, подождите, стойте. О, осторожно. Вот парни из села Адаева. Чем занимаетесь тут сейчас? Каникулы, да, отдыхаете? Ага. Интересно тут жить? Да. Да? Ясно. Вот, сейчас к Кукмой поеду. Чуть-чуть осталось до трассы, где-то вот там она. Что, едем в следующий поселок этой гряды вдоль Бурец-реки.
Проезжаю, тут хлебом пахнет. Новый поселок, название не написано. Иду на подъем, дождик, опять ветер. Так, панорама прощальная, поселок Аш-Бузи, вот эта вся долина реки Бурет. Поднимаемся дальше. Ветер не дает разогнаться вообще. Еду как будто на месте. Где-то 10-11 километров максимум. Остановились тут. Да. Как вас зовут? Венера. Венера. Меня Валера. Приятно. Еду в Кукмар, встретил людей, интересуются сейчас. Интересуемся. Да, метров 150, 200 я уже за сегодня поднялся. Можно сказать, полдневной нормы выполнил. Ветер сдувает прям. Сейчас будет спину, кстати. Ха-ха-ха. 2.4 еду, но ветер, конечно, адский. Вот он поворот на Кукмар. И сразу спуск, и сразу ветер в спину. Закончится мои приключения на вот той трассе с Кошкина. Километров, наверное, 15. Подъемы огромные, дождь, ветер боковой. А сейчас ветер в спину, но много машин, хорошая дорога. Километров 5 осталось до Кукмара. Ну вот это уже все Кукмар, по сути. Кукмара, Кукмара. Подъезжаю к Кукмару. Большой Кукмар. Кукмар пахнет запахом деревни, конечно. Какой интересный городок. Все здесь есть, все так по-свойски, нет какой-то генплана. Вот так все ставят машины. Парковка по-кукмарски. Народу много тут, да, живет. Чай, кофе, выпечка. Да. Еду искать следующий элемент. Нашел в первом же магазине Чак-Чак. Местный. И здесь Пестрихинский, кстати.
горнолыжный комплекс здесь недалеко, да, знаем. Следующий элемент это шаурма. Ну и центр рассматривать заодно. Второй раз буду пробовать напиток, скажем так, свой. В Рыбной Слободе пил буратино, а тут вот лимонад кукмарский. Его советовали попробовать. И в кафе Рахмет тут вот шаурма есть. И зарядиться есть где место. Поем как раз, отдохну и проеду по центру и на выезд. Тут вот немного круг напишу, посмотрю, изучу окрестности. Неплохая шаурма. Вкусный соус. Все свежее. Как-то это заходит быстро. Ну, посмотрим в целом. В целом, может быть, каких-то ингредиентов не хватает, а так можно рекомендовать. Вот у нас в Кукмаре новый подписчик появился. Интересуется, реально ли 100 километров доехать на велосипеде. Я говорю, да, каждый день. Небольшая экскурсия по Кукмару. Вообще раньше здесь находилось две деревни, Чувашская и Марийская. Кукмара, как-то так они назывались. Считают, что название происходит от Марийского, Кук это два, Мара, Мари, ну то есть что-то связано с двумя марийскими деревнями. Но эти деревни расселили, получается, с приходом сюда, ну скажем так, царской власти. И долгое время это место считалось неперспективным, пока здесь не нашли медные рудники в где-то 1740-41 годах. Вот с этого момента здесь появляется медиплавильный завод, где добывают, в общем, медь, выплавляют ее, ну и вплоть, в общем, столетия занимались медью. Не думал, что будет прохладно, а тут реально холодно даже иной раз. Одежда, обувь, чулпан. Так, зеленый надо проехать. Вот какая-то прогулочная зона. Как после дождя фигово. Да, продвигаемся по улице Ленина. Вот сам Ленин стоит во весь рост. Да, кстати, Кукмар город только лишь 2017 года. Население 17 тысяч, может быть чуть больше сейчас. Ну, действительно, городок. По населению в основном, да, тоже татарское население, но есть удмурты, есть русские, ну, многонациональные все-таки. Ну, вот еду по обычному Кукмару, как по Арску ехал. Тут все по-простому уже. Я хочу просто посмотреть парк один. Он меня ведет. И заодно еще сделать кружок, посмотреть Кукмар. Да, где бы меня, конечно, навигатор повел. Интересно. Конечно, в таком поле, когда техника стоит, выглядит как-то более, что ли, натуралистично. Здесь вот уже постелили что-то. Стелла в центре и герои вокруг. Из Кукмара, видимо. Ну и разным видом войск. Освещение. Еду немного вглубь парка. Здесь вот расстелили все, облагородили. Ну неплохо так. Что для Кукмара хорошо, я думаю.
знакомый даже. Площадка детская большая. Хорошо, в принципе. Нормально, я думаю, для небольшого городка. А вот и церковь Кукмарская. Ну, да, видел я что-то похожее в Теличах, но там, ну, я имею в виду по расцветке, то есть современный ремонт. Не знаю, насколько старый храм, но выглядит прикольно, вот с несколькими небольшими крестами по бокам, крестообразной формы. Вот. В целом ничего так. Ну что, вот парковая зона, Комсомольская площадь Кукмара. Фонтан не работает. Я люблю Кукмар. Как-то так. А вот мост через Нурминку похоже. Да, вот речка. Красиво достаточно. Это вот второе место, где я вижу подобные мосты. Это вот в Балтасях было, и здесь, смотрите, речка протекает, здесь мост сделали с надписью Кукмар. Такое современное пространство, качели у нас в Татарстане дело любимое, скажем так. Вот и в Балтасях я это видел. Здесь по кругу как-то запустили. Да, очень похоже, что команда такая же, что и в Балтасях работала. Неплохо, в принципе. Здесь получше, мне кажется, даже. Лицей. Да, круги можно наматывать, вот так вот удобно. Вот это я уже не знаю, что такое. Мир Кукмар. Звучит. Какой-то амфитеатр как будто. Задние дворы посмотреть. Не понимаю только назначение этого всего, но выглядит как-то интересно, необычно. Что за пространства такие? Эй. Геометрические. Вот какие-то катания может устраиваться зимой. Не знаю. Да, тоже парк. Пространство тут горушка настоящая. Железку пересекаем. Спуск очередной. Сейчас мечеть, что ли, еще одна будет. Магазин на Гагарина. Дорога плохая в плане обочины. Я заехать даже не могу. Все, пока, Кукмара.
ощущение, конечно, тяжелая трасса в плане того, что она промятая, маленькая обочина, много больших автомобилей. А вот я хотел на югу ехать, и там по полям выезжать. Вот, блин, из-за дождя я сейчас не могу это сделать. Вот, немного сменилась трасса. И спуск идет, и двойная полоса. Да, маршрут соединяется, богатый собы. Можно сказать, кругосветку одну сделал, замкнул. Собы, Альфи, Балтаси, Кукмар. Вот отсюда на лесхоз можно выехать. Да, вот такой вот и подъем. Он неровный, как обычно. С долины в долину, а из-за холма объезжает где-то холм. Серпантинистый немножко. Придется добираться. Так, Мамадыш 54 по этому указателю. А я поворачиваю, чтобы хоть немного задеть татарских деревень около Мамадыша. Каракусь какая-то, вот татарская труба. Машина поворачивает, значит дорога там ничего. Оп. Ехали туда. Десятый день. Максимально у меня было 11 в путешествиях. Велопутешествиях. Вечерний звон. А я еду один по такому асфальту. Запах сосны еще. Вот не было бы ветра сегодня, было бы проще ехать. Уныш. Красавец из Кубаш. Я вот думаю, это уже Мамадышский район или еще нет. Мамадышский один из самых больших районов Татарстана так-то. Блин, ну вкус здесь огромный. Смотрите, на закате нашел родник, он в таком месте стоит, там солнце, стоги сена. Вот, в общем, сейчас идиллия какая-то. И здесь поворот на какие-то красные горы. Интересно. Я еду по полям. Коровы рассыпались. Жесть, кто не понимает. А
Очередной раз ура, асфальт. Не знаю. Не удается мне в этом году стрельнуть там по 120, по 150. По шум колес. Закат такой багровый на фоне облаков. Ну, ничего. Еще немного покрутим. Хочется до трассы доехать. А до нее не так много. 7-8, наверное. Смотрите, в какое прекрасное место попал под вечер. Называется Кемеш-Куль поселок. Это уже явно Мамадышский район. И какой закат сегодня. Мамадыш 27. Купман 43. Вот тут движуха началась. Веселье.